Добрый день, дорогие друзья! Я рада приветствовать всех, кто к нам присоединился. Сегодня мы с вами будем обсуждать такую интересную тему, как детские истерики. Я думаю, что ни один родитель, ни один педагог не может сказать, что он не знает, что это такое. Но тем не менее, каждый раз, сталкиваясь с такими проявлениями, мы теряемся, потому что как не бывает двух одинаковых детей, так не бывает двух одинаковых поводов для того, чтобы это случилось. Что же такое вообще на самом деле детская истерика и как же с ней справляться? Сейчас мы попробуем с вами разобраться с этим. Вообще детская истерика как таковая это, или истерический невроз, как говорят профессионалы, неврологи, это состояние крайнего нервного возбуждения, когда человек не контролирует себя и может быть даже неадекватным. Такие истерики появляются у каждого человека, растущего человека после года, ну или где-то ближе к этому возрасту. С чем же это все связано? Причин для этого может быть несколько, но выделяют основные три причины. Это сам возраст ребенка, когда он просто не может нам объяснить, чего он хочет, и из-за нашего непонимания таким образом выражает свое неудовольствие. Второе – это неправильное поведение родителей или взрослых, которые в данный момент находятся рядом с ребенком. И третья причина – это физическое состояние ребенка. То есть, возможно, это какое-то заболевание или это какие-то неврологические проявления, связанные с особенностями нервной системы ребенка. Но несмотря на то, что основных причин три, проявления могут выглядеть абсолютно одинаково для тех, кто не пытается присмотреться и разобраться с этим. Вообще все взрослые прекрасно знают, как же можно бороться с детскими истериками. Чисто теоретически, да? Мы все прекрасно знаем такой совет. Не обращайте внимания, это все пройдет. Так вот, этот совет относительно важный и правильный, но только тогда, когда он сказан в первый момент, да, когда эта истерика происходит. Вот когда истерика происходит, на это обращать внимание не стоит. Но если мы с вами, имеется в виду взрослые, не будем бороться с этими проявлениями, не будем стараться изменить ситуацию, то стереотип поведенческий добиваться чего-то криками, капризами, упрямством и истериками сохранится. Так вот, не обращать внимания – это значит не злиться, не давить на ребенка в тот момент, когда он находится в состоянии аффекта. А вот со всем остальным нужно очень серьезно и очень вдумчиво работать. Конечно, существуют универсальные способы, которые мы с вами можем использовать. Вот давайте только с вами разделим две таких вещи. Что такое капризы и что такое истерики? Капризы – это такая осознанная форма добиться чего-то, да, и получить желаемого. Зачастую ребенок, научившись добиваться чего-то своими капризами, использует это и дальше, уже в более сознательном возрасте. А вот истерика – это непроизвольность,
это выплеск эмоций. То есть малыш в этот момент не может по-другому рассказать вам о том, что он чувствует, не может выразить словами. И вот здесь нужна очень серьезная помощь взрослого, потому что это на самом деле эмоции, которые просто нужно назвать, которые нужно научить выплескивать. На самом деле вот эти вот истерики, такие вот проявления агрессивные или проявления отчаяния, они происходят у детей годовалых, да, вот до года, просто потому, что они не могут объяснить это все словами. Во-первых, в арсенале нет этих слов, а во-вторых, еще речь недостаточно развита. Вот как можно бороться со слезами, с капризами и с истериками, допустим, у маленького ребенка до года? Почему маленький ребенок до года может истерично плакать, может капризничать? Давайте попробуем с этим разобраться. Здесь опять включаются вот эти три основные причины. Первое – это дискомфорт какой-то, то есть ему не нравится то, что с ним происходит. Да? Какой это может быть дискомфорт? Может быть, он голодный, может быть, он мокрый, может быть, он просто неудобно лежит, а может, ему просто скучно. Ему скучно лежать, и ему хочется, чтобы с ним в это время были мама, папа, ну или кто-то взрослый. Вторая причина, да, исходящая от нас, от взрослых, мы неправильно себя ведем. То есть либо мы не устраняем какие-то причины, может быть, это неудобная подушечка, может быть, это некомфортная одежда, может быть, мы мало внимания уделяем ребенку. И третья причина – это физическая боль. Ну, когда у ребенка на самом деле что-то болит. Вот малышей на самом деле очень легко можно успокоить. Плачет ребенок, истошно плачет, да, устранив какие-то вот причины, которые его раздражают. Может быть, это чувство голода, может быть, это дискомфорт в одежде. Да? Если мы устраним эти причины, сразу же прекратится истерика, сразу прекратится плач. Но ребенок уже начал плакать, его нужно успокоить. Ребенка успокаивают не в горизонтальном положении, а в вертикальном. Мы берем вертикально, кладем ребеночка себе на плечо, начинаем поглаживать по спинке, то есть мы его обволакиваем собой, своим терпением, своим вниманием. Мы встаем, чтобы он вместе с нами мог двигаться, и тогда становится ему проще, он начинает успокаиваться, он понимает, что он чувствует наше внимание. Если это не работает, то есть если у вас не получилось сразу успокоиться, и вот это вот раздражение уже накопилось, вы начинаете заводиться, тогда вы кладете ребенка на кроватку и идете успокаиваться сами. Вообще в 50% случаев, когда вы до этого трясли ребенка, там пытались уговорить, пытались успокоить, пели песенки, у вас не получалось, и вы его положили, оставили на какое-то время одного, в 50% случаев это срабатывает. Ребенок успокаивается от того, что вот устраняется вот эта вот тряска, вот это все остальное, и вы успокаиваетесь, и вы готовы дальше взаимодействовать. Если же ребенок кричит дольше 10 минут, и это продолжается уже какое-то время, значит, я думаю, что нужно обращаться к специалисту. Возможно, это связано с состоянием здоровья ребенка. И, возможно, вам нужен совет кого-то, кто посмотрит на эту ситуацию со стороны. Это то, что касается малышей. То, что касается детей постарше, здесь уже способы работают несколько другие. Как можно успокоить ребенка, которому, например, ну вот уже год, когда он уже может, что он уже все понимает, относительно все понимает, он уже хорошо реагирует на посылы взрослого, он очень любит взаимодействовать со взрослыми. Ну, конечно, отвлечением внимания.
Да? То есть малыш, когда начинает плакать, ну вот, ну нельзя туда лезть, он начинает плакать. И, нужно его отвлечь, просто-напросто увлечь чем-то интересным, чем-то другим, что его заинтересует. Здесь нужно очень так хорошо и внимательно наблюдать за своими детьми, чтобы понимать, в чем же причина вот этих вот капризов и истерик. И устранив эту причину, то есть предугадав эту причину, всегда можно истерику либо минимизировать, либо вообще ее избежать. С чего обычно начинается детская истерика? Да? Вот эти вот капризы истерики. Мы же можем понаблюдать за ребенком, да, с какого момента, где вот это все начинается, да, сначала он начинает хныкать, может быть сопеть, кто-то вот так вот зажимается тут же, закольцовывает ручки, закрывается от всех, все, он погружается в свою истерику. Кто-то может закрыть глаза, кто-то может стоять с открытыми глазами, наоборот, полными слез. Но существует у каждого ребенка, как и у каждого взрослого, существуют свои какие-то определенные признаки, когда вот сейчас, вот в этот момент, сейчас оно начнется. Оно сейчас начнется. И мудрые родители, понимая, что это вот сейчас начнется, могут очень быстро в этот момент переключить ребенка. Вообще, для маленьких детей, годовалых, когда вот только начинаются эти истерики, если вовремя поймать этот момент, когда это только начинается, и научить ребенка справляться с этими эмоциями, да, то есть переключаться, дальше будет гораздо проще. Да, конечно, вы не сможете избежать полностью этих истерик и капризов, потому что это такие попытки каждого ребенка расширить свои границы, понять свои возможности и насколько можно испытывать взрослых. Но вы научите своего ребенка переключаться, и самим вам будет проще дальше с этим справляться. Поэтому первый совет, который вам даст абсолютно любой специалист, научитесь наблюдать за ребенком. Поймите причину, да, вот мы сказали 3 основные причины, по которым могут начаться вот эти вот истерики. 3 основные причины, да. Это либо со стороны ребенка проблемы какие-то, которые он не может решить сам, либо неправильное поведение взрослого, либо какие-то физиологические причины, с которыми ребенок, естественно, сам справиться не может, но мы с вами можем попытаться либо их минимизировать, либо справиться с некоторыми из них. Вот существует на самом деле такие советы от неврологов, которые не мешало бы записать в блокнотик, да, и запомнить, если это возможно. Очень часто истерики случаются у детей, имеется в виду по физиологическим причинам, тогда, когда у них уровень сахара в крови поднимается. То есть это такие предвестники заболевания сахарным диабетом, потому что когда уровень сахара в крови у ребенка падает или поднимается, у него в организме вот происходит, начинают запускаться чисто физиологические процессы, которые его беспокоят, и нервная система от этого раздражается. Он становится раздражительным, начинает плакать. И здесь очень неплохо поможет вот такое наблюдение. Если ребенок покушал, и истерики прекращаются, да, то есть когда он сыт и доволен, и истерик нет, возможно, вам нужно проверить уровень сахара в крови. Тогда мы сможем исключить вот такой фактор. Возможно, неврологи говорят, что истерики возможны тогда, когда у ребенка в организме нехватка витамина D.
Тогда тоже не мешало бы посоветоваться со специалистами. То есть существуют возможности, да, там, отвлечь ребенка, когда вы работаете с этими истериками системно, да, там вы пытаетесь отвлечь ребенка, поговорить с ним, у вас получается с ним разговаривать о правилах, он понимает, что такое хорошо и что такое плохо, но тем не менее вот случаются такие вещи, и по вашим наблюдениям это возможно связано вот с этими причинами, да, там, когда ребенок голоден, у него случается истерика, имеется в виду ребенок уже после года, то тогда стоит посоветоваться со специалистом, потому что для ребенка до года, когда он голоден и плачет вам, сообщает о том, что он голоден, достаточно его просто накормить. Просто по-другому он сказать об этом не может. То есть вот такие вещи, можно этого избежать, если вовремя обратиться к специалисту. Вообще, как бы, если говорить о том, от чего случаются истерики, если мы говорим о взрослых, да, о том, почему случаются истерики, вернее, в чем виноваты мы, взрослые, вот тут надо очень серьезно и хорошо подумать, да. То есть, когда ребенок решает свои вопросы, проблемы роста, да, он пытается отвоевать свое «я» уже там от 1,5 до 3 лет, когда он хочет всем показать, что он уже взрослый, что он уже что-то знает и он имеет на это право высказать свое мнение, тут все понятно. Тут взрослый просто должен учесть эти интересы ребенка и дать ему право выбора. В какие-то моменты, может быть, согласиться с ним. Но что же делаем мы, взрослые, когда вот это происходит зачастую, да? Очень часто мы торопимся и отрываем ребенка от важного занятия в его жизни, очень важного, от игры. А что такое детская игра? Это полное погружение ребенка в определенный мир. Вот в сиюминутном состоянии он погружен в эту игру, и когда мы его вырываем оттуда, когда мы его выдергиваем, он не может так быстро переключаться, как мы взрослые. И в этот мир, в этот момент мир его рушится, и, конечно, он начинает плакать и протестовать. Почему ребенок еще, по какой причине он еще может протестовать, да? Когда ребенок играет с игрушками, не подходящими для его возраста. Это касается не только такой серьезной темы, как компьютерные игры, вот эти вот серьезные телефонные там, и компьютерные развивающие игрушки, вообще просто развивающие игрушки, то есть написано на которых развивающая игрушка, все должно соответствовать не просто возрасту ребенка, но еще и его потребностям на данный момент. То есть, если вы упорно предлагаете ребенку музыкальную игрушку, которая очень громко работает, громко звучит, а у вас ребенок в этот момент еще не готов воспринимать вот эти внешние шумы, ему еще интересно наблюдать, как всем маленьким деткам, крошечным, да, им интересно наблюдать цвета, какие-то картинки рассматривать. Его заинтересовала эта игрушка просто как предмет, а громкие звуки, которые она производит, там песенки, которые поет эта игрушка, они в какой-то определенный момент начинают очень сильно его раздражать, и это может вызвать слезы и даже истерику, потому что игра не состоялась. Вот этот конфликт интересов ребенка и вот этой вот игрушки, которую мы ему подарили, он случился. Поэтому каждую игрушку, которую мы предлагаем своему ребенку, должна сначала вызвать у нас пытливый интерес. Стоит ли ему сейчас предлагать? Интересно ли ему это будет? И стоит ли его оставлять наедине с этой игрушкой? Не случится ли потом слез и капризов, и которые мы не сможем остановить? То же самое, я думаю,
Не стоит об этом очень много говорить, все и так это прекрасно понимают, только почему-то каждый раз наступает на эти грабли, это то, что касается компьютерных игр и игрушек. Название на игре или игрушке «развивающая», игрушка предназначена там для детей от 7 лет, совсем не значит, что ребенок этого возраста может играть этой игрушкой, потому что любая компьютерная игра – это очень серьезный раздражитель. И если на ней написано «развивающая», то да, она должна, ребенок должен играть в эту игру вместе с родителями, чтобы она по-настоящему развивала, чтобы он вообще понимал, что там происходит. То есть эти игры вдвойне должны сначала вызвать у вас интерес, и вы должны подумать, насколько важно, насколько нужно это вашему ребенку. И следующая причина, по которой очень часто дети плачут, устают, и это все может вылиться в истерику, это их усталость. Усталость от общения, возможно, излишнего общения для определенного возраста, его бывает очень много, потому что детям в период до 3 лет большое количество общения совершенно не нужно. Им порой достаточно одной мамы, одного папы, и на какое-то короткое время там нужны сверстники, либо вообще дети постарше. Это может быть просто усталость от впечатлений, когда мы с вами хотим наших детей там насытить какими-то впечатлениями, горками, там, мультфильмами, какими-то активными видами отдыха, а ребенок устает гораздо быстрее, чем взрослый, нам еще весело, нам кажется, что ему весело, и в конце концов все это веселье может вылиться в истерику. То есть вы должны быть очень чувствительны к детям, это то, о чем я говорила с самого начала, нужно уметь наблюдать за собственным ребенком, чтобы понять, что он начинает уставать, и это может вылиться вот такими капризами. Ну и наверное, наиболее сейчас популярная причина, о которой очень часто говорят, это отсутствие достаточного количества внимания со стороны взрослых. Имеется в виду не просто там внимание, когда ребенок рядом с вами находится, а именно качественного внимания. Вообще существует такое правило первых 3 минут. Я бы хотела, чтобы о нем помнили абсолютно все, потому что если вы будете об этом помнить, это убережет вас, ваших детей, вашу семью от большого количества стресса. Так вот, правило первых 3 минут говорит о чем? О том, что в тот момент, когда вы, расставшись с ребенком, и вообще не только с ребенком, а с любым членом семьи на какой-то продолжительный срок, даже если вы выходили там в магазин или еще куда-то, возвращаетесь домой, и либо вы заходите в комнату, если вы там сидели в телефоне, в компьютере, вы заходите в комнату, где находится ребенок, 3 минуты посвятите ему, узнайте, во что он играет, что интересного произошло. Ну вот, например, пришли вы в детский сад, или ребенок пришел из школы, 3 минуты, что было интересного, тебе понравилось, не понравилось, какие впечатления у тебя это оставило, неважно, о чем вы будете говорить, но вы должны опуститься на уровень ребенка, присесть глаза в глаза и выслушать все то, что он говорит. Неважно, что это будет, главное, что вы 3 минуты погружаетесь друг в друга. Вот это называется качественное внимание. Вернулись из магазина, выслушали ребенка, рассказали, что вы купили, что вы интересного видели в магазине, да? Потому что ребенок, расставаясь, особенно маленький, расставаясь с мамой даже на какой-то час, он уже ее теряет, ему нужно эту связь возобновить. И вот это правило 3 минут работает не только на маленьких детях, но и на взрослых, потому что в наше время существует некий дефицит общения, дефицит внимания. И благодаря вот этому общению, этому вниманию вы сможете его восполнить. Достаточно на самом деле этих 3 минут. Как можно вообще в принципе
избежать истерики, это вот то, как раз о чем я говорила. Если вы сможете наблюдать за своим ребенком, да, вовремя переключить его внимание, то есть вы увидели, что губки начинают дрожать, глазки наполняются слезами, и прошлый раз с этого началась эта истерика, да, и вы не смогли потом справиться с ребенком. Попытайтесь переключить его внимание, попытайтесь заговорить на какую-то другую тему, попытайтесь, ну, например, уже более старшему ребенку сказать: ты хотел шарики? А сколько ты хотел шариков? А какого цвета ты хотел шарики? Мы с тобой обязательно их купим завтра, мы с тобой вернемся, возьмем денежки сейчас домой и сможем купить их завтра. Или, например, там, какую машинку, а дома у тебя какие еще машинки есть, а куда ты поставишь эту машинку, которую ты хотел бы получить? У тебя есть гараж для нее? Замечательно. А в какую игру ты будешь играть с такой машинкой? То есть научитесь переключаться сами и переключать ребенка, чтобы не случилось с вами вот такого «ай, опять». И с вашим ребенком тогда не случится такого. В любом случае все капризы, все истерики, они случаются тогда, когда ребенок не может управлять своим поведением, и он не знает правил. Когда в семье не существует правил, не существует каких-то общепринятых там запретов, табу, ребенок будет их устанавливать, он будет свои правила внедрять в вашу жизнь. Поэтому в каждой семье, в каждом общении, вот даже в таких больших временных, да, семьях, как группа детского сада или класс, должны существовать свои определенные правила. Однозначно, и это говорят абсолютно все, я думаю, все это понимают и знают, но забывают, что эти правила должны быть общими для всех членов семьи. И если мама говорит, что нельзя заходить в комнату в кроссовках после улицы, то значит это правило должно соблюдаться неукоснительно и тогда, когда ребенок с бабушкой находится дома или с папой. Да, иногда можно нарушить эти правила, посмеяться над ними, да, и напомнить о том, что, но потом напомнить, что ой-ой-ой, все-таки так делать нельзя. Но тем не менее правила всегда должны быть общими. И тогда нервная система ребенка не будет расшатываться, и тогда ему будет проще жить, и не нужно будет устанавливать свои правила и отвоевывать свое пространство. Для того, чтобы ребенку были эти правила понятны, для того, чтобы он не так яростно протестовал против этого, значит, эти правила должны обсуждаться. То есть, когда вы маленького ребенка приучаете к тому, что нужно вести себя вот таким образом, вы объясняете ему почему. А с более старшими детьми вы в любом случае должны договариваться, почему мы этого не будем делать, почему так важно это не делать. То есть вы должны обсудить, вы должны прийти к какому-то общему знаменателю. Но почему, например, запрещено брать мобильный телефон на кухню во время общего ужина? Да? Вы же можете обсудить с ребенком и поговорить, и прийти к общему мнению, что мы и так очень мало видимся, что очень хочется пообщаться, а телефон мешает этому общению. Но неукоснительно это правило должны соблюдать все и понимать, почему они его обсуждают. Да? Почему, например, нужно, выходя из школы, позвонить маме, чтобы потом не случился конфликт с подростком, да? То вы должны приучать ребенка уже с первых дней, когда он ходит в школу, к тому, что вы переживаете о нем, о том, где он гуляет. Поэтому, милый, позвони, пожалуйста, и можешь идти дальше. Почему нужно позвонить маме? Потому что мама тебя любит, она за тебя переживает. И это правило, которое будет вводиться, которое понятно, а не просто ты должен позвонить, выходя из школы. Оно будет с удовольствием соблюдаться, и тогда не будет скандалов, капризов и истерик. И если ребенок забыл позвонить, заигрался с друзьями, он пришел домой, вы с ним спокойно еще раз обсудите это и объясните, почему это правило.
Почему это не ваша прихоть, а это правило? Потому что, естественно, привязанность взрослых к детям, естественно, их переживания за них, поэтому это правило, оно все-таки должно соблюдаться. Маленького ребенка приучать к правилам, да, лучше через игру. И это все прекрасно понимают. Мы снимаем обувь, приходя домой, и рассказываем, где живут наши кроссовочки. Мы живем и спим на кроватке, а наши кроссовки очень любят стоять здесь на полочке. А еще они очень любят быть умытыми, поэтому мы сейчас с тобой разденемся и пойдем помоем обувь. То есть вот такая вот игра позволит маленького ребенка приучить к элементарному правилу. Входя в дом, нужно разуться, обувь нужно держать в порядке. Курточка любит висеть, потому что когда она мятая, она очень грустная. И она не любит тогда гулять на улице. И потом ее рукавчики сползают и мешают нам играть с машинкой или копаться в песочке. Ну, то есть вот такие вот маленькие ухищрения, которые помогают, во-первых, избежать капризов. Да, почему я должен это убирать? А почему ты должен? Ты не должен, просто курточка любит жить на своей вешалке, да, и ей потом веселее с тобой будет играть на улице, она будет улыбаться всем, и все ребята будут очень хорошо с тобой играть, потому что у тебя такая веселая курточка. И таким образом у нас не будет скандала. И кроме того, мы маленького ребенка приучим к порядку в доме. Не только мы лишимся вот этих вот капризов и истерик. Любые вспышки каприза, которые происходят у малышей, можно минимизировать. И здесь же дать им навык умения себя контролировать, договариваться, ну и вообще навык решения любых проблем. Вообще с малышами на самом деле любой каприз можно решить, просто изменив ситуацию. Да? Перенесли ребенка к окошку, показали, что там за окошком происходит. Вот а вам, пожалуйста, замечательно. Не получается у него какая-то там, я не знаю, шнуровочка, еще что-то. Весело, с песенками помогли, ручкой подтянули. Вот, пожалуйста, мы успокоились. Более старшему ребенку можно предложить какое-то занятие. А ты не хочешь мне помочь? Да, мы все прекрасно знаем, что все, как я уже говорила, знают, что на капризы ребенка не стоит обращать внимание. Но тут еще очень важно взрослым понимать границы своего покоя, да, когда их это не раздражает. Очень сложно оставаться спокойным, когда ребенок ходит за тобой и постоянно плачет, а вы на него смотрите. Так вот, есть такое замечательная лазейка, как можно этого избежать. Подойдите к столу и начните чем-то заниматься. То есть встаньте перед столом, у ребенка не будет возможности стоять перед вами плакать, он будет рядом. Вы можете всегда говорить ему о своих чувствах, то есть игнорировать его, но каким способом? Вы можете ему говорить о своих чувствах. Мне очень не нравится, когда ты так, то есть занимаясь своими делами за столом, мне очень не нравится, когда ты так плачешь, мне нравится, когда мы с тобой играем. Вот когда ты успокоишься, мы с тобой будем то-то, то-то, то-то делать. Только имейте в виду, все, что вы обещаете, нужно будет сделать. Потому что если вы не сделаете, это будет новый повод для капризов и истерик. Поэтому если вы что-то обещаете ребенку, вы обязательно это должны сделать. То есть, стоя перед столом, вы спокойно можете объяснять ребенку, что так делать не стоит, что если он сейчас успокоится, вы с ним займетесь тем-то и тем-то. Для более старших детей игнорирование, конечно, работает несколько другим способом. Здесь уже нужно молчание и спокойное повторение. Мы с тобой поговорим, когда ты успокоишься. Я с тобой поговорю, когда ты успокоишься. Сейчас твоя задача просто успокоиться. И если вы понимаете, что вы можете сорваться, здесь нужно работать точно так же, как с маленькими детьми до года. То есть положили на кроватку, вышли из комнаты, успокоились, вернулись обратно, выдохнули и снова начали петь песенки, взяли на ручки и поглаживаем по спинке. Вот здесь, если вы понимаете, что вам не удается сдерживаться, вам нужно самому себя изолировать. При этом объяснив ребенку, мне нужно успокоиться, мне не нравится, как ты себя ведешь, и выйти из комнаты. Да, можно оставить ребенка на какое-то время в
комнате. Здесь сразу возникает такой вопрос: а что делать, если ребенок там бьется головой о стену там, и так далее? Значит, если это заканчивается, если он там бьется головой о пол, кулаками бьет там и так далее. Если это ребенок до 3 лет, и если это причиной не является какое-то неврологическое заболевание, где нужны медикаменты, да, то этот период нужно пережить, потому что это игра на публику. Это опять-таки испытывание определенных границ своего поведения, сколько я могу сделать до того момента, пока родители все-таки не сдадутся. Это случается очень часто, и пугаться здесь не стоит, потому что если ребенок поймет, что это не работает, он так делать не будет. Возможно, он попытается делать по-другому, но именно это он делать не будет. То есть для ребенка до 3 лет это как бы не является такой серьезной причиной, чтобы сразу идти на попятную, уступать, потому что, уступив в этот момент, вы даете ребенку установку, что можно продолжать это делать дальше и испытывать другие уже свои возможности и возможности своих родителей. Поэтому, да, если ребенок кричит, падает на пол, поверьте мне, мешком падая на пол, да, ребенок не ударится, если в этот момент не будет ничего рядом находиться того, обо что он может сильно удариться. Вот здесь вот ваша задача сделать так, то есть отпустить руку ребенка в тот момент, когда он просто шлепнется и не ударится ни обо что. То есть дать понять, что в этот момент вот это поведение его вы не поддерживаете. И я думаю, что все родители, абсолютно все, у кого уже есть взрослые дети, этот момент пережили. И они уже потом поняли, что да, ничего не случится. Самое сложное понять это, то есть понять границы своего терпения. Существуют приемы, которые помогают предотвратить истерику у детей. Да? То есть ребенок, когда он только начинает, да, что-то вот там дуться каким-то образом, вы поймали момент, что он начинает топать ногами, где-то, может быть, вздохи такие делать, где-то он начинает покрикивать. Вы должны дать понять ребенку, что вы его не бросаете. То есть это вот именно правильная форма игнорирования. Да? Вы не бросаете его в этот момент. Вы ему должны пояснить, помочь пояснить свои чувства. Да? Я понимаю, что тебе это не нравится. Я вижу, что ты раздражен. Если эта ситуация происходит, да, где-то в публичном месте, вы должны сказать: да, я вижу, что тебе это не нравится, но все-таки кричать в магазине или кричать здесь вот не стоит. Вы можете начать дальше с ним разговаривать, и я думаю, что мы с тобой эту ситуацию обговорим, и предложить ему какую-то замену. Да, вот этой истерики. Если это происходит где-то в офисе, например, где вы там стоите в очереди, там, не знаю, в банке или еще где-то, у него начинается истерика, потому что ему в этот момент, вы можете ему предложить: я вижу, что тебе не нравится, милый мой, ну, давай с тобой немножечко попытаемся вытерпеть. А давай я тебе вот сейчас дам там карандашик, ручку. Вы взрослый человек, вы должны подумать, что вашему ребенку будет сложно там где-то находиться. Вы должны продумать, чем вы увлечете его в этот момент, чтобы не случилось вот это вот непредвиденная, хотя предвиденная истерика. Понимая, что ребенку там не будет нравиться, вы должны подумать, чем вы его займете. Если случилась истерика из-за того, что он хотел там
какую-то игрушку на площадке, да, с ним не поделились, вы должны: "Да, я понимаю, милый, ты очень хочешь такую игрушку, но ты же понимаешь, что это не твоя. Если бы у тебя забрали твою машинку, ты бы тоже очень расстроился, правда? Вот мальчик тоже расстроился. У тебя же тоже дома очень много машинок. А сейчас смотри, какие замечательные". То есть отвлеките внимание ребенка. "Смотри, какие замечательные колеса у твоей машинки. Как думаешь, она сможет проехать вот через яму, которую мы сейчас выкопаем?" Переключите внимание. Если это взрослый ребенок, вы все равно должны ему сказать: "Я понимаю, что тебе это не нравится, но ситуация складывается так, что по-другому не получится. Давай мы попробуем, может быть, разрешить ее. Давай ты предложишь свои варианты решения этой ситуации. Я вот вижу, что это можно сделать вот так-то и так-то. Ты можешь предложить что-то другое?" Не раздражаясь, абсолютно спокойно, с пониманием в голосе. И я вас уверяю, если вы со своим ребенком будете разговаривать именно так, в следующий раз, когда он придет к вам с какой-то проблемой, он тоже будет абсолютно спокойно высказывать вам свою точку зрения и предлагать вам разрешить эту ситуацию вместе с ним. В любом случае, для того, чтобы минимизировать потери, да, там, чтобы не случилась эта истерика, нужно предлагать ребенку право выбора. Ребенок имеет право голоса в определенных ситуациях. Да, конечно, мы взрослые, мы все знаем, мы понимаем. Очень многие вещи мы не можем позволить в силу того, что ребенок еще маленький. Но ребенок всегда имеет право выбора там, где он компетентен. Например, какую футболочку мы возьмем, наденем сейчас, какую игрушку мы с тобой. Мы с тобой сейчас пойдем на горке покатаемся или сходим сначала с мамой в магазин, да? То есть вы понимаете, что вам нужно идти туда-то и туда-то. Вы подумайте, предложите ему право выбора. Смотри, у нас магазин работает до 6 часов, а сейчас время 5. Мы с тобой можем 2 раза прокатиться на горке и потом пойти в магазин. Или быстренько с тобой сходим в магазин, а потом пойдем кататься на горку. То есть вот такие вещи, когда ребенок понимает, что с ним считается, в следующий раз он тоже предложит свои варианты. И вместо каприза и истерик он попытается с вами договориться. Если ребенок уже начал плакать или начинает высказывать свое недовольство, попросите его помочь вам в чем-нибудь. Ну, то есть, как бы не касаясь этой истерики, это еще один такой способ минимизировать вот эти вот потери во время истерик и капризов. Предложите его помочь. Подержи, пожалуйста, секундочку, да, то есть делай вид, что вы не видите, что он сейчас начнет капризничать. Ой, подай мне, пожалуйста. Подайте, пожалуйста, у меня не получается. Дети очень любят помогать взрослым. Они любят, когда их за это хвалят. Поэтому в 50-60% случаев, да, когда вот это работает, и вы можете это тоже попробовать на своем ребенке, но только постарайтесь не злоупотреблять этим, потому что ребенок рано или поздно это поймет. Но тем не менее это работает, и это всегда можно использовать. Если ребенок устроил истерику, чтобы получить то, что он хочет, да, и вы понимаете, что этого делать нельзя, вот здесь уступать ни в коем случае нельзя. Да? То есть вот если мы сегодня эту истерику пережили, ребенок не добился своего, то в следующий раз он подумает, стоит ли кричать, так напрягаться, если он все равно это не получит. То есть это тоже такой способ избежать истерики в будущем, если сегодня вы ее перетерпите. Во время истерики, как я уже говорила, вот это игнорирование, особенно маленьких детей, нельзя бросать в одиночестве, потому что истерики – это эмоции, это чувства, с которыми ребенок самостоятельно справиться уже не смог. И если вы его бросаете, то таким образом вы снижаете самооценку ребенка. Да, вы ему не даете каких-то навыков, которые вы можете научить, проговаривая, почему этого делать нельзя, когда мы сможем туда пойти, почему мы сегодня не сможем это сделать. То есть
вы не научите ребенка находить выход из сложившейся ситуации. Ни в коем случае не прибегайте к физическим наказаниям, во-первых, потому что вы можете нанести психофизическую травму ребенку, когда эти истерики на самом деле закрепятся. И, кроме всего прочего, вы понизите собственную самооценку, и это будет очень сложно наверстать. Поверьте, иногда самооценка родителей очень сильно влияет на их воспитательные способности. И следующий очень важный совет, о котором я говорила, когда мы говорили о совсем маленьких детях, очень важно обнимать, прикасаться к детям вот в этот период, потому что ребенок раздражен, от него как будто вот молния исходит от тела, он не контролирует свое тело. Ему нужно вернуть контроль над собственным телом, а это возможно, если вы к нему прикасаетесь, то есть вы даете ему понять, что все его тело с ним, что все его нервные окончания, вот они все-таки чувствуют то, что происходит. И таким образом он успокаивается. Это как маленький ребенок, когда вы его сжимаете, да, ему становится тепло и уютно. И в этот момент, когда вот вся душа как будто улетает от тебя, ты не знаешь, что с этим делать, и когда кто-то тебя обнимает, кто-то тебе просто кладет руку на плечо, уже становится спокойнее, ты начинаешь дышать ровнее. Поэтому это очень хорошо работает, когда вы видите раздраженного человека вот в начале такого вот панической атаки, истерики, достаточно аккуратненько начать к нему прикасаться. Потом более плотно класть руку. Если у вас большая семья, очень хорошо работает способ борьбы с истериками всей семьей, да? То есть обнимаете ребенка, он начинает успокаиваться, вы зовете всех членов семьи на помощь и говорите: нам срочно нужна помощь, нам срочно нужно тепло. И тогда вы даете ребенку не только возможность успокоиться, но ощущение семьи и полноты вот этой вот важности и полноты этой семьи. И в следующий раз, когда он сам уже старше станет, будет сам накануне истерики, он поймет, что ему для того, чтобы вот этого состояния, из этого состояния невроза выйти, нужно поговорить с кем-то, нужно кому-то довериться. Это очень важно. Состояние душевного покоя и умение довериться другим людям. Оно очень хорошо помогает разрешать большие и маленькие проблемы. Что сделать в той ситуации, когда истерика или капризы случаются в общественных местах? Ну, любое общественное место – это место, где много зрителей, для которых, в общем-то, и происходит вот это все. Вообще, мне очень нравится шутка, которую я часто говорю родителям, когда они приходят ко мне и задают вопросы по поводу детских истерик, капризов, мы говорим, я всегда говорю, вы знаете, дети никогда не закатывают истерику перед закрытым шкафом или холодильником. Просто потому, что они не будут рукоплескать, и они не будут как-то реагировать на это. Потому что истерика нужна тогда, когда есть зрители. Так вот, истерика на публике именно для этого и случается. Если не получается справиться с мамой, значит, я тебе сейчас вот буду плакать, и придут на помощь там дяди, тети, может быть, бабушки, дедушки, если это малая публика и так далее. Вообще, существует очень важное правило для всех людей, которые присутствуют в этот момент рядом. Неважно, мама вы или мимо проходящая тетя, вот как раз-таки для тети и всех остальных существует правило никогда не вмешиваться, потому что мы не знаем правил, которые существуют в этой семье. Мы не знаем, по какой причине случилось это все. И вообще указывать родителям на их некомпетентность – это неприлично, это неправильно, особенно в присутствии ребенка. Поэтому, когда вы видите вот такую истерику в публичном месте, ваша задача сделать вид, что вы этого не видите. И желательно, если вы видите растерянность мамы,
помочь ей где-то спрятаться от публики, потому что вся эта растерянность существует именно потому, что ей стыдно, что она не может с этим справиться. А по большому счету это переживают абсолютно все, и ничего в этом страшного нет. Просто именно этот ребенок, именно конкретно этот ребенок, он демонстративный, и он может себе позволить кричать на публике, потому что он еще не научен этим правилам. Поэтому ваша задача либо пройти мимо, либо спокойно сказать: вон там скамеечка в уголочке, и идти дальше по своим делам. А вот задача мамы, папы или кого-то другого, у кого вот происходит это, для кого, вернее, в первую очередь это происходит, спокойно вести ребенка туда, где вы можете справиться с этой истерикой. Если вы можете справиться с ней в людном месте, присев обязательно на уровень глаз ребенка и объяснив ему, почему вы не можете купить эту игрушку или почему вы не можете здесь остаться. Очень важная вещь, которую я вам сказала, именно присев на уровень глаз ребенка, потому что вы общаетесь с ним. А вообще все общение с ребенком должно происходить на его уровне, на уровне доверия к нему. То есть опускаетесь на уровень глаз ребенка, не давлеете над ним, что является еще дополнительным беспокойством и раздражающим фактором. Если вы можете справиться с этим в центре вот бушующей вот этой вселенной, где ходят мимо люди, значит, справляйтесь здесь. Если не можете, значит, ваша задача спокойно довести его туда, где вы сможете с этим справиться. Не нужно в этом случае звонить папе, там, маме, бабушке, дедушке, жаловаться на ребенка, то есть всячески показывать ему свое неумение справиться, некомпетентность, свое бессилие. Нужно спокойно сказать: ты сейчас успокоишься, мы с тобой поговорим. То есть абсолютно те же способы борьбы с истерикой и способы договориться, какие используются дома. Только здесь на вас двойная нагрузка. Да? Вы еще и должны справиться с осуждающими взглядами людей, которые вокруг. Но я вас уверяю, это переживают абсолютно все. И даже те, кто осуждающие проходят мимо, они либо переживали, либо переживут это в будущем со своими детьми. Просто в данный момент для них это абсолютно далеко. Поэтому ваша задача спокойно держать себя в руках. После того, как страсти улеглись, после того, как вам удалось с этим справиться, обязательно, все-таки обязательно нужно поговорить с ребенком. Еще раз в спокойном состоянии рассказать ему, почему вам не нравится такое поведение, но тем не менее вы его любите, да, что однозначно нельзя оставаться на улице, когда у мамы тяжелые сумки в руках, что их нужно отнести домой. Вот ты расплакалась, а мне было очень тяжело, у меня очень болели ручки, а мы бы отнесли эти сумочки, а потом спустились вниз, погуляли. Давай в следующий раз так и сделаем. Да? То есть вы опять учите ребенка решать проблемы свои и других, учите его договариваться и учите его высказывать собственные эмоции и чувства, чего не хватает. Именно вот ребенку, именно от неумения высказывать-то все это и случается. Вот еще одна важная ошибка, о которой мы пока с вами не поговорили, да, это то, что родители очень часто идут на поводу у детей. То есть им очень многое позволяют до определенного момента. То есть нет каких-то правил, нет чего-то, где ребенок должен научиться себя контролировать, там, считаться с другими, что-то уметь уже делать сам. А потом вдруг они понимают, что ну вот ты же уже взрослый, ты уже должен это все делать. А как? А откуда он это будет уметь делать, если его никто этому не научил? И вот тогда у ребенка случается стресс и случаются именно вот такие вот капризы и истерики. То есть правила
еще раз повторюсь, должны существовать даже для самых маленьких детей. Если нельзя бросать тарелку со стола, значит, это нужно научить ребенка вот еще маленького. Этого делать нельзя. И не будем веселиться вместе, когда он это делает. Можно бросить игрушку, потому что таким образом ребенок усваивает законы физики. Да? Мы бросаем игрушку, мама поднимает, мы ее получаем, мы ее снова бросаем, мама снова поднимает. И мы изучаем законы физики. Игрушку можно бросать, а вот тарелку со стола бросать нельзя. И когда эти правила существуют в жизни ребенка, тогда не случается конфликтов, когда эти правила начинают на них давить. Вседозволенность всегда ведет за собой капризы и истерики, и никуда от этого не деться. Когда же все-таки нужно обратиться к специалисту, когда родители не могут справиться, да? Если капризы и истерики у ребенка случаются больше, там, я не знаю, ну, практически ежедневно, больше 10 раз за день, если он начинает задыхаться, если существуют такие временные замыкания на себе, то есть бывает такое, что ребенок во сне, например, плакал, и в течение часа-полутора он лежит неподвижно и смотрит в потолок, то есть не двигается взгляд, то это уже повод к тому, чтобы обратиться к детскому неврологу или психиатру. Возможно, какие-то кошмары детские, возможно, он что-то пережил, с чем нужно бороться. Если ребенок во время истерики теряет сознание, начинает задыхаться, если приступы агрессии случаются такие, что он вредит другим и себе, если такие продолжительные истерики случаются у ребенка после 4 лет, потому что, да, они могут быть кратковременными, там истерики даже у подростков, когда бывает несовпадение интересов, да даже у взрослых людей бывает, да, по какой-то определенной причине. Но если частые истерики и капризы у ребенка после 4 лет, и тем более взрослых детей, то здесь уже хороший повод обратиться сначала к психологу, затем к неврологу и к психиатру, потому что здесь нужно такое вот системное воздействие, нужно разбираться, что это, свойства центральной нервной системы, либо ваши серьезные проблемы воспитания, либо, может быть, это какие-то физиологические причины, может быть, это какое-то заболевание у ребенка. Если, я уже говорила, истерики сопровождаются, то есть мы в течение всего дня истерили, а ночью случаются вот такие крики и ночные кошмары, и ребенок о них рассказывает, значит, существует какая-то психологическая и неврологическая травма, что-то произошло с ребенком очень серьезное, о чем вы не знаете, или чего вы не видели, что повлияло очень сильно. Может быть, он что-то увидел, с чем его психика, его мозг пока еще не справился. Может быть, что-то в организме его происходит, и с этим связаны ночные кошмары. Если истерика заканчивается такими физиологическими вещами, как рвотой, носовым кровотечением, здесь уже нужно серьезно обращаться к специалистам. Я еще раз скажу, что сначала вы обращаетесь к психологу, затем вы идете к неврологу, к психиатру, но вы понимаете, что здесь нужна помощь кого-то другого, и у вас не получается. Не опускайте руки сразу, не опускайте, потому что с детскими истериками сиюминутными могут справиться только родители, потому что все, что умеет ребенок, все, что он знает, он несет из семьи. Да, какие-то навыки, какие-то умения он получает, может быть, от сверстников, от педагогов, от общения, от школы. Но вот стереотип поведения, какие-то свои привычки, какие-то привязанности, умение владеть ситуацией, умение взаимодействовать с людьми, это все идет из семьи. Поэтому, прежде чем опускать руки, нужно попытаться самим, используя различные способы, справиться с этим. Да, конечно, не позволяйте детям добиваться желаемого, но будьте очень внимательны к детям. И напоследок несколько таких советов, которые на самом деле работают. Когда вы говорите, когда вы спорите с ребенком, выражаете свое несогласие короткими фразами, не говорите много.
Нет, мы этого делать не будем, потому что это неправильно. Мы поговорим об этом с тобой потом. Когда вы говорите с ребенком, в ваших глазах не должно быть раздражения и злости. Еще раз повторюсь, выйдите, выдохните, вернитесь и говорите абсолютно спокойно, серьезно и твердо. Ребенок должен понять, что у него не получится добиться желаемого. Как можно реже используйте слово «нет», и это запрещено. Почему? Потому что малыши сразу начинают протестовать. Они должны понимать, почему этого делать нельзя. Используйте другие. Мы этого не будем делать, потому что. Если ребенок остается в одиночестве, останется в одиночестве и подумает о своем поведении, это тоже приносит свои плоды. То есть если вы понимаете, что вам нужна передышка, оставьте ненадолго. Если он отказывается быть один, предложите ему, покричи, пожалуйста, погромче. Мне кажется, ты еще недостаточно выразил свои эмоции, да, то есть ему еще нужно их выплеснуть. Ну-ка, давай лучше вместо этого попрыгаем, чем ты будешь кричать. Значит, эмоции настолько захлестывают, он не может остаться, ему нужно еще их выплеснуть. Постарайтесь во всех этих ситуациях действовать одинаково. И попросите других взрослых действовать точно так же. Самое главное, избегайте споров на ночь, и тогда не будут случаться ночные кошмары. Не пугайтесь, когда ваш ребенок говорит: «Я тебя больше не люблю, ты плохая». Это, конечно, повод для отдельного разговора, эти выражения, которые пугают родителей. Но это просто говорит о том, что ребенок не умеет другими словами выразить свои эмоции. Никогда не подкупайте ребенка, иначе в следующий раз он будет этим пользоваться. Я уже говорила, не шлепайте, иначе вы распишетесь в своей некомпетентности. Никогда не унижайте ребенка. Никогда не говорите трехлетке: ты ведешь себя как маленький, потому что он хочет уже быть большим. И таким образом вы его очень сильно обидитесь. Во время истерики никогда не смейтесь над ним, даже если вы дружелюбны. Ой, как нехорошо у тебя задралась рубашка, ну прям вот весь живот видно. Это может быть обидно в этот момент. Постарайтесь не шутить. Да, иногда работает угол. Поверьте мне, иногда работает. Не со всеми детьми, но с некоторыми работает. 3-5 минут. Можно постоять в углу и подумать о своем поведении, пока мама выпьет несколько глотков воды. Во время еды, так же, как и перед сном, никогда не обсуждайте таких тревожных тем, потому что все-таки еда – это прием пищи, это такой тоже немного интимный момент, и это может отразиться на психосоматике очень серьезно. Постарайтесь, разговаривая с ребенком, исключить все раздражители, ну, такие как там бабушки, дедушки, телевизор, радио и так далее. Такие маленькие советы, я надеюсь, что они помогут вам в некоторых ситуациях. Не стесняйтесь своих эмоций и всегда объясняйте детям, почему вы так или иначе поступили, ну, когда страсти улягутся, почему вы запретили, почему вы, может быть, повысили голос, потому что вы тоже человек, вы тоже имеете право на эмоции. В конце концов, таким образом вы научите ребенка выражать свои мысли и эмоции словами. Я желаю вам успеха, до следующих встреч, до свидания.